Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с телеканалом Якутия-24 и НВК «Саха». В эфире программа «Утро Якутии», его ведущие мы, Степан Федоренко. Алина Долинская. Сегодня на календаре, вместе. да, у нас вторник, 25 мая. Да, и сегодня мы вместе с вами узнаем, правильно ли мы все ставили ударение в хорошо всем известном слове. Также наши корреспонденты расскажут о выставке фоторабот студентов колледжа культуры и искусств и о танцевальном коллективе из Аймикона. Ну и, конечно же, наши традиционные рубрики, много интересной и полезной информации. Ну и хотелось бы для начала напомнить наш номер связи. Номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Присылайте свои истории, сообщения, пишите поздравления дорогим и близким людям, либо рассказывайте, как прошел ваш вчерашний день. Ну а также наша страничка в Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ, ну а также смотрите программы в повторе. Ну что ж, начнем мы с информации о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 5-8 градусов тепла. В заречной группе 7-9. В южных районах весна только-только начинается. +2 в городе Нерюнгри и +3 в городе Алдане. В Вилюйской группе Улусов 6-8 градусов со знаком плюс. В Нижнеленских +9. В западных холоднее всего в Ленске. Здесь сегодня +1 градус, ну а теплее в Алепинске +5 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов 7-12 градусов со знаком плюс, в Янских 5-10. На северо-западе 6-10 градусов выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 8 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный, северо-восточный, дует со скоростью 3 метра в секунду. Сегодня в течение дня синоптики обещают нам день преимущественно без осадков. Ветер с юго-востока подует с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Днем 16-18 градусов тепла. Ну что ж, несмотря на пасмурное утро, прогноз довольно оптимистичный. Довольно оптимистичный. Как пелось в той самой песне, крепитесь, люди, скоро лето. Ну а наш новостной обозреватель Василий Радченко готов поделиться самыми последними и актуальными новостями со всеми. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Начнем с того, что более 40 объектов отремонтируют в этом году в городе Якутске по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 8 – это переходящие на ближайшие 2-3 года. Самый масштабный – капитальный ремонт проспекта Ленина, на который выделено 1 миллиард 700 тысяч рублей. Работы планируют полностью завершить в 2023 году. Еще один крупный объект – реконструкция объездного шоссе. Согласно плану, закончить его должны к концу ноября этого года. Объем работ предстоит серьезный. Объездное шоссе у нас протяженность участка составляет 4 км 200 метров. Она будет в четырехполосном варианте с барьерным ограждением, чтобы разделить транспортные потоки. Будет отдельная велосипедная дорожка и тротуар отдельно. Жители Ленска, вошедшие в программу переселения, столкнулись с проблемой. Им предоставляют новое жилье, но дома, куда переселяют людей, находятся в микрорайоне, к которому пока нет подъездных путей. В связи с этим администрация города приняла решение поучаствовать в конкурсе на предоставление субсидий из Республиканского дорожного фонда и выиграла его. Был разработан проект. Сумма на строительство 72 миллиона рублей, 13 из которых уже выделила районная администрация. Еще 59 в течение 2 лет получат частями городская администрация. Работы начнутся в этом году. До 15 июня нам доведут денежные средства, мы сможем объявить аукцион. Ну и, скажем, где-то с 10-15 июля подрядчик выйдет на работы. И в течение, скажем, 2 лет, до конца следующего года, мы планируем, что дорога будет сделана, обустроена.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. Общий фонд составит 1 миллиард рублей. Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений. В разные годы из Якутии в конкурсе были отмечены такие проекты, как теплые автобусные остановки, проект One Click Якутск, Центр помощи детям Терчи, экологическая акция «Вызов кузов» и другие. Форель начали разводить на Чернышевском рыбзаводе в Якутии. Оплодотворенную икру завезли в апреле из завода «Адлер», который находится в Краснодарском крае. В мае прошел выклев личинки. В настоящее время идет переход на активное питание. Весь процесс по инкубированию, выклеву и выращиванию проведен силами сотрудников рыбзавода. Разведение форели в условиях Якутии проводится опытно-экспериментальным способом. Отмечается, что якутские специалисты для расширения разводимых видов рыб повышают свою квалификацию в ведущих заводах России. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ну и после таких бодрых, энергичных новостей самое время взбодриться телесно-физически. Наша утренняя зарядка. Доброе утро! С вами фитнес-клуб «Фитнес Лайф», инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и раз. 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу, максимально растягиваем бицепс бедра, остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги, вращение бедра в бок. И раз, 2, 3, держим равновесие, 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3, не торопимся, дыхание ровное, 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Сегодня отмечается замечательный, прекрасный день. Отмечают его все, кто любит слово. Вот, Степа, между прочим, филология именно так и переводится слово. Филологи, причем это даже не только учителя русского языка и литературы. Да, филология применяется во многих областях деятельности. Куда идут работать дипломированные филологи? Какие профессии предлагает освоить филологический факультет? Об этом и о другом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Галиной Жандоровой, деканом филологического факультета СВФУ. А также с Оксаной Санниковой, доцент кафедры рекламы и связи с общественностью. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Ну, утро. Наперво мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо. Ну и вот принято считать, что филологи – это вот, учителя в школах русского языка, литературы. Это так? Или какие? Развейте наш стереотип. Дорогие телезрители, дорогие друзья, поздравляю всех причастных к филологии, учителей русского языка, студентов-филологов, журналистов, специалистов по связям с общественностью, библиотекарей, всех тех, кто работает со словом, с этим замечательным праздником. Действительно, День филолога – это повод поговорить о профессии филологии.
Значит, филология – это даже не то чтобы особая, уникальная профессия, это особый образ мысли, это творчество, это целый мир. И вот, да, стереотипы такие существуют, что в современную цифровую эпоху, когда доминирует интернет, все-таки на первый план выходят какие-то технические, естественно-научные направления. А филология, как основное гуманитарное направление, она остается в тени, но это совершенно не так. Филология, как это ни странно, очень востребована в современном мире. Особенно, что такое интернет? Это, собственно говоря, поле коммуникаций. Да? Поле коммуникаций, в котором, да, для филолога, для человека, который увлечен своей специальностью, огромное поле деятельности, востребованное поле деятельности. Это и корректура, это и редактура, это и экспертиза, наконец, текстов. Потому что вы сами понимаете, что такое сейчас социальные сети и интернет. Сегодня филологический факультет самый старейший в Северо-Восточном федеральном университете, как бы переживает второе рождение. У нас 35 образовательных программ по 4 направлениям подготовки. Мы готовим учителей русского языка и литературы. Учитель русского языка и литературы – это прекрасная профессия, востребованная. Нельзя говорить, что мы идем только лишь в школу, потому что это государствообразующая профессия. Она готовит, не знаю, мыслящих людей, во-первых, патриотов страны, во-вторых, и, собственно говоря, закладывает все эти основы, это именно русский язык и именно литература. Мы готовим журналистов, мы готовим специалистов по связям с общественностью. А вот можно более подробно? Связи с общественностью. Что это? У нас также есть еще один стереотип, что это рекламщики, да. Те, которые устраивают какие-то массовые мероприятия, какие-то промоушены, раздают те же самые флаеры. Вот либо подтвердите, либо развейте наш стереотип. Чем занимаются специалисты по связям с общественностью? Да, это вопрос, конечно, ко мне, поскольку я работаю на данной кафедре уже больше 10 лет. И хочу сказать, что боязнь стереотипов на самом деле очень неправильная. Стереотипы дают нам определенную уверенность, это наша основа. И я хочу не то, чтобы прямо развеивать стереотип, да, а на самом деле рассказать о том, что это очень интересная профессия, которая, конечно, базово, вы понимаете, это более-менее верно, да, специалист по рекламе и связям с общественностью, это бакалавриат, объединяющий две совершенно, в общем-то, разные профессии, но главное, что они работают в средствах массовой коммуникации. Поэтому мы работаем на филологическом факультете, коммуникация – наше ведущее направление, в котором мы учим ребят свободно общаться с людьми, создавать тексты и проводить мероприятия любого уровня сложности. Специалист по связям с общественностью – это человек, который информирует общественность о том, что происходит. То есть можно туда… Журналистику? Да, журналистика, нет. Газеты те же самые. Знаете, у нас с отделением журналистики, со студентами, да, отделения журналистики, время от времени бывают такие диспуты, где каждый из них пытается, и студенты-рекламщики, и студенты, значит, журналисты пытаются доказать, какая из их профессий более, значит, актуальная, более интересная. Но объединяет, конечно, то, что мы все работаем в массовой информации, да, с массовой информацией, с массовой коммуникацией. Но, знаете, есть очень такая большая разница, на которую… В том, какой продукт подает или каким образом? Нет, специалист по связям с общественностью дает информационный повод. Он создает информационный повод. А журналист – это человек, который этот информационный повод через непосредственные каналы, да, средств массовой информации его доносит. То есть задача специалиста по связям с общественностью – определить вот те ведущие направления, которые будут, через которые аудитории целевой будет интересно узнать именно об этом мероприятии, именно о работе именно этого предприятия или деятельности этого человека. Опять же, с помощью приглашения тех же самых журналистов. Определить, кого пригласить, когда пригласить, какие мероприятия организовать, да, чтобы журналистам было это интересно. Да, потому что сделать интересным жизнь и потом интересно показать ее, это как раз вот работа специалиста по пиар и специалиста по, журналиста, да, скажем так. Они должны, по идее, по-хорошему, они должны работать вместе. Ну а какие самые востребованные специальности на вашем факультете? Да, у нас есть… Все специальности востребованы, но есть специальности, которыми мы особо гордимся. Например, у нас уже
около 10 лет есть направление подготовки «Русский язык как иностранный». Мы готовим специалистов, преподавателей русского языка в иноязычной аудитории, то есть за пределами Российской Федерации. И у нас с 2019 года уже первые наши выпускники получили распределение за рубеж. Они успешно работают. Сейчас, конечно, немного нам помешала пандемия. Ну да, сейчас. Но, к сожалению, да. Хотя портфель заявок у нас достаточно высок. Мы, в принципе, можем отправить десант. Десант, потому что это оказалась очень востребованная ниша. Особенно в Китайской Народной Республике. Там множество вузов, которые заинтересованы в таких преподавателей, наших преподавателей. Очень хорошие условия. Поэтому, если у вас есть знакомые, рекомендуйте. Поступайте сами. Мне кажется, в век цифровых технологий это можно очень все хорошо совмещать, тем более вот это вот онлайн-обучение. Или все-таки нужно вот личные встречи? Ну вот русский язык, когда в век цифровых технологий можно совмещать, цифровой учитель, профессия, которая набирает обороты. Но все-таки особенность филологии в том, чтобы смотреть в глаза своему студенту, своему учителю, да, смотреть, как зажигается интерес, зажигается огонь, да, и особенно если человек начинает изучать русский язык с нуля. В интернете в том же самом бытует такая шутка, что филологи чаще всего идут работать куда-нибудь на кассу в тот же самый Макдональдс или KFC. Да, в общепит. И что технарям устроиться гораздо больше и лучше. Вот вы расскажите, как рынок труда на сегодняшний день, именно востребовательность данных профессий? У нас 3 основных уровня подготовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура. Мы содействуем трудоустройству. Государственного распределения у нас уже давно нет, но я могу сказать на опыте, у нас ежегодно оканчивает около 200 человек наш факультет, да? Из них где-то 120-150 бакалавров год от года. Цифра меняется, да? Но заявок со стороны Министерства образования на работу в школе у нас очень много. Просто специфика сейчас такая, что бакалавры, они же очень молодые люди, да? Они продолжают свое образование, они поступают в магистратуру, поэтому мы постоянно недовыполняем те заявки, которые нам присылает Министерство образования. При большом желании филологов... То есть нехватка филологов? Нехватка филологов. Ну, в данном случае учителей русского по республике, учителей русского языка и литературы. И то, что филолог вот благодаря своей профессиональной деятельности зарабатывает мало, теперь это миф. Если есть желание, если есть профессионализм, да, можно очень неплохо, ну, так сказать, себя проявить, реализоваться, ну и получать достойную заработную плату. Да, вот к слову о заработной плате. Филологи не жалуются на зарплаты? Или кому как повезет? На зарплаты жалуются все. Да, вот я как раз тоже хотела сказать, что от потребностей человека зависит, а не от уровня зарплаты. Вернемся к тому, с чего мы подводили. Филолог – это значит любовь к слову. Переписки в мессенджерах, они у нас как раз-таки, когда люди все постоянно торопятся, мы сокращаем, где-то, может быть, умышленно даже, мы допускаем ошибки в каких-то простых словах. Как вообще с уровнем грамотности на текущий момент у нас вообще обстоят дела по стране? Да, ну, если говорить о нашем с вами регионе... Не хватает учителей русского языка и литературы. Да, языковая среда нас чаще всего огорчает. Огорчает и устная, и письменная языковая среда. Если вы пройдетесь по нашему городу и не сочтете за труд поднять голову и прочитать рекламные щиты и объявления, то вы тоже испытаете огорчение, да? Ну, такова, что называется, реальность. Но в то же время эта реальность сейчас претерпевает изменения различные. Писать грамотно становится много. И доказательством этого служит тотальный диктант. Посмотрите, сколько людей. С каждым годом все больше и больше принимают участие. 14,5 тысяч, да, проголосовало за город Иркутск, столицу тотального диктанта, чем очень мы гордимся. Сколько у нас потенциально людей, которые задумались о своей грамотности, у которых мотив улучшить, писать грамотно.
Это прям, да, Это, диктант да, это очень популярно, радует. модно, Многие же прям. приходят не потому, что их заставляют, а потому Да-да. что им это интересно, им хочется вспомнить, может быть, не знаю, с этим диктантом свои молодые годы, да, вот школьные годы чудесные, да. Кто-то приходит для того, чтобы проверить себя, чтобы был стимул расти, и диктант показывает эту возможность, дает возможность этим людям. Мне вот просто хотелось немножко поделиться своим впечатлением от того, что Якутск стал столицей тотального диктанта. Это была большая победа Галины Егоровны в первую очередь, да, нас поддержали здорово, на всех уровнях, конечно, да. И этот диктант был сопутствующий, проводились курсы, приезжали организаторы диктанта, очень интересные. Преподаватели, очень интересные ученые, проводили курсы, на которые с удовольствием пошли почти все преподаватели, да, все курсы были открыты, все желающие могли прийти. И знаете, очень много интересного, они нам рассказывали о результатах тотального диктанта, как научной деятельности, как научной сферы, да, такой, что выявилось, да, какие тенденции в языке проявились через этот тотальный диктант, какие изменения стали происходить, какие, ну, как бы не все так страшно, как казалось, да, потому что стереотипы того, что язык портится, что мы прекращаем говорить правильно, что все это в итоге приведет к обеднению языка. Они слишком преувеличены, эти страхи. И вот как раз диктант Страха глаза показывает, да, велики. что что-то уходит, что-то приходит, но это такой очень живой процесс. Вот, и поэтому мы стараемся на факультете дать нашим студентам не какие-то прямо устойчивые нормы, да, а научить их видеть вот эти изменения. Научить их быть внутри этих изменений, да, влиять филолог на эти изменения не может, но он может понимать сам процесс динамически, да, и постараться, ну, как бы учитывать его в своей работе, да, и в том числе в интернете со своими, да, у многих студентов, кстати, свои блоги, они такие тоже очень активные ребята, но мы очень надеемся, что и блоги грамотные хотя бы. Мы еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаю вам развиваться дальше, продолжать нести вот эту вот любовь к русскому слову, к филологии, любовь к слову. Ну, а какие еще праздники выпадают на дату 25 мая, мы можем узнать в нашей постоянной рубрике «Даты и события». 25 мая – Международный день пропавших детей, День филолога, Всемирный день щитовидной железы, День работников по пропаганде безопасности дорожного движения и День Африки, Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. Сегодня также День полотенца. Его отмечают поклонники творчества британского писателя Дугласа Адамса. В своем романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщиков вещь. 25 мая – День нерпенка, детеныша нерпы. Этот трогательный экологический праздник начали отмечать на берегах Байкала. Затем он распространился по России. По народному календарю, если утро этого дня будет с яркой зарей, то это к жаркому пожарному лету. Если утром небо затянулось тучами, то к дождливому и холодному лету. 25 мая 1682 года начался стрелецкий бунт в Москве. Произошло это после смерти царя Федора Алексеевича, который не оставил прямого наследника. В этот день в 1869 году открыто здание Венской оперы. В 1905 году 25 мая началась всеобщая стачка рабочих Иваново-Вознесенска. Забастовка текстильщиков города длилась 72 дня. 25 мая 1957 года открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина», одна из 7 сталинских высоток Москвы. 25 мая 1931 года родился Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. В 1941 году в этот день родился Олег Даль, советский актер театра и кино. 25 мая 1942 года на свет появился Александр Калягин, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. В 1971 году в этот день родилась Кристина Орбакайте, российская эстрадная певица и актриса, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп. Поздравляем всех именинников с их именинами. С днем рождения их танца. Ой, их имени. Полина, а ты, кстати... Очень хорошая оговорка, потому что день рождения обычно всегда у меня ассоциируется с каким-то весельем, с танцами. Вот, по-моему, это очень хороший
повод отметить. Ты любишь танцевать, кстати, Степа? В принципе, по настроению, так скажем, люблю танцевать. Но для некоторых танец – это не просто движение, танец – это состояние души. И сегодня мы побываем на концерте Устнерского народного ансамбля танца «Золотинка». Этой осенью народному ансамблю танца «Золотинка» исполняется 55 лет. Это один из первых коллективов художественной самодеятельности в райцентре. Старожилы с легкостью назовут всех руководителей ансамбля, помнят людей, танцевавших в прошлом на сцене этого Дома культуры. Первым была Цыганок, которая открыла этот ансамбль. Потом после нее Мария Антоновна Романи. После Марии Антоновны была Парешина Любовь Ивановна. После Парешиной Исаева Ольга Александровна. И последний сейчас у нас руководитель – это Николаева Мадлена Васильевна. Концерт начался красиво и торжественно. Следует отметить, что Аймиконе район многонациональный, поэтому и в репертуаре ансамбля танцы разных народов. С удовольствием танцуют ребята и красивые северные танцы. Четкие отрепетированные движения, яркие костюмы, а главное – энергетика, исходившая со сцены, сразу покорила зрителей. Концерт прошел на одном дыхании. Удивлен таким поразительным искусством, которое сейчас здесь происходит. Это все было на очень высоком уровне. Дети молодцы, преподаватели прекрасные. Я, как человек искусства, могу сказать, что браво. Более 10 лет руководит «Золотинкой» Мадлена Николаева, в прошлом солистка ансамбля «Гулун». В этом году с ней работает молодой хореограф Нараяна Винокурова. В 2019 году я проходила здесь преддипломную практику. То есть после этого мне понравился ансамбль, сама структура этого ансамбля. Очень сильные исполнители, участники, очень сильный руководитель ансамбля «Золотинка» Мадлена Васильевна. Но это для меня огромный опыт. «Золотинка» – это дружный коллектив влюбленных в танец людей. Это словно семья из 100 с лишним детей, где есть малыши и ребята постарше. А есть и те, которым пора покидать родное гнездо. Каждый год «Золотинка» провожает выпускников. Я с нетерпением ждала сегодняшний отчетный концерт «Золотинки». Как и, впрочем, последние 10 лет, когда дочь наша ходила в «Золотинку». Сегодня она выпускница. Старшую дочь мы выпустили в 2014 году. Сегодня у нас уже выпускается вторая дочь. Концерт прошел просто замечательно. Хочется пожелать Мадлене Васильевне и всему коллективу новых творческих идей для прекрасных выступлений, благодарного зрителя, громких аплодисментов, победы в новых наград и побед в творческих конкурсах. Всего самого хорошего. «Золотинка» вперед! Прививать любовь к танцу именно с детства, по-моему, это очень хороший вклад в воспитание детей. Тем более, что мы сами сейчас видели, какие эти ребятишки улыбчивые, какие они довольные, какие они счастливые. Да, мы желаем им также побед, каких-то наград и творческих успехов. Ну и, конечно же, процветания. Мы прервемся буквально на несколько минут и встретимся здесь, на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Не переключайтесь.
Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», ну а также тем, кто к нам только что присоединился. Ведущие этого утра во вторник, 25 мая, мы, Степан Федоренко, Полина Долинская. Напоминаем вам наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него приветы, поздравления, какие-то позитивные, интересные новости и события, которые произошли у вас, о которых должна узнать вся республика. Также у нас есть еще страничка в Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ, а также смотрите программы в повторе. Ну и небольшая информация для всех, особенно для родителей и для родителей детей. И их детей. Ко Дню защиты детей наш телеканал объявил конкурс рисунка телеканал «Якутия-24. Глазами детей». Нам очень интересно, каким вы видите наш канал, работу ведущих, операторов, режиссеров и всех тех, кто создает картинку на телеэкране. Конкурс будет проводиться по 3 возрастным группам с 4 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 15 лет. Итоги и награждения состоятся 1 июня в День защиты детей в прямом эфире программы «Утро Якутии». Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа. Формат А4 в любой технике. Это может быть акварель, гуашь, тушь, карандаш, пастель или цифровой рисунок. В общем, проявляйте и воплощайте свои фантазии и идеи. Работы принимаются в электронном виде по адресу nvk-news@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков» до 18 часов 30 мая с указанием данных об авторе, образовательном учреждении и месте жительства. Лучшие работы будут показаны в межпрограммном пространстве телеканала 1 июня. А авторы 3 лучших работ, которых выберет жюри, будут награждены призами и грамотами. Кстати, первые работы уже поступили, и самыми активными оказались учащиеся Тулагинской школы. Прямо сейчас на наших телеэкранах вы можете видеть именно результат творчества тулагинских ребятишек. Ну что ж, а мы продолжаем, и далее в нашем эфире свежие и актуальные новости. Набор строителей и рабочих, которых задействуют в строительстве Жатайской судоверфи, ведется ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства региона. При выходе на проектную мощность судоверфь должна стать ключевым инструментом в обновлении речного флота Ленского бассейна и Арктики. Чтобы ускорить темпы ее возведения, ведутся ежедневные наборы местных кадров. Число задействованных строителей будет увеличиваться по мере поступления материала и увеличения объема работ. Сегодня задействовано 92 человека. Также генподрядчик продолжает привлекать дополнительную технику, часть которой будет предоставлена местными компаниями. Дети из столицы Якутии при зачислении в летние оздоровительные лагеря должны будут предоставить результаты ПЦР на коронавирус. Учреждения будут работать в обычном режиме, а в Якутске дети будут зачисляться в загородные лагеря с отрицательными анализами. Длительность одной смены 3 недели в закрытом режиме без выездных мероприятий. Школьные лагеря дневного пребывания в Якутске и ряде муниципальных районов начнут работу в дистанционном формате, исходя из эпидемиологической обстановки. Арт-выставка студенческих работ колледжа культуры имени Макаровой состоялась накануне в Доме дружбы народов. Фотографии и видеоролики в различных жанрах наглядно демонстрируют творческий потенциал студентов. Это практический материал для выпускных квалификационных работ. И, по словам преподавателей колледжа, каждый продукт уникален. Для студентов фото- и видеотворчество, участие в такой выставке – большой шаг на пути к будущей профессии. Что, если сказать по их работам, то работы разнообразные, и работы, которые ребята представлены, они вынашивали все эти 3 года 10 месяцев для того, чтобы представить вот на последнем этапе. 19 студентов у нас выпускники этого года обучались, скажем так, в особенном режиме, и мы видим результат их работы, он не хуже. Да, и даже наверняка в каких-то условиях они выжили все свои ресурсы, которые были наработаны за эти годы учебы. В этом году международный турнир Golden Гран-при Иван Ярыгин пройдет в мае месяце. Это и станет основным отличием от предыдущих соревнований. Напомним, до этого турнир проводился в зимнее время.
Республику на Ерыгинском ковре представят 15 мужчин и 3 женщин. Также выступят и 2 легионера. Это Ариян Тютрин и Андрей Бекренев, представляющие сборную команды Беларуси. В Центре спортивной подготовки «Триумф» идут подводящие тренировки. Некоторые борцы в настоящее время находятся во Владикавказе и уже сегодня присоединятся к основному составу сборной Якутии. Турнир Ерыгина пройдет в Красноярске с 26 по 30 мая. Подготовка прошла достаточно хорошо. Таких серьезных травм и болезней не было. Поэтому сейчас подводка осталась. Завтра команда летит в Красноярск. Ну, ребята с настроением. Вот сейчас вес гоняет. Ну, посмотрим, настрой боевой. Там ребята должны выйти и показать хорошую игру. У нас к этой минуте все. А вам хорошего дня. Большое спасибо, Василий, за обзор новостей. Друзья, мы продолжаем. На нашем телеканале продолжается сезон премьер. И уже сегодня вас ждет очередная премьера. И самое главное, что каждый из вас может стать ее участником. Наши ведущие Дмитрий Аргунов и Дарья Анкехова расскажут вам, как именно. Строители, лайфхакеры и просто замечательные владельцы своих дачных участков. Нам без вас не обойтись. Присылайте нам свои идеи, фотографии своих замечательных участков, домов, бань и прочих строений. Можно даже видео, и мы с радостью вас пригласим к участию в наших программах. Действительно, замечательная возможность есть у наших телезрителей. Ведь, может, именно вы станете участником нового проекта «Подворье». Все очень просто. Присылайте фотографии, видео, желания, советы, лайфхаки. И свяжитесь с нами. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своем экране. Новый проект «Подворье» стартует совсем скоро. Лето вместе с Дарьей Анкехова и Дмитрием Аргуновым. Увидимся. Мы добавим, что присылать свои фото, видео можно либо на наш WhatsApp номер, это 8 914 273 44 88, либо в Instagram, в Директ, на либо страницу. отмечайте наш аккаунт. Да, либо отмечайте наш аккаунт, присылайте свои фазенды, дачи. И тем более рассказывайте нам свои секреты. Как же вам удается держать такую красоту? Да, кстати, вот одно сообщение есть. Поздравляют театр оперы и балета с завершением театрального сезона. Хорошего отдыха и творческих задумок. Ждем новых премьер. Василий поздравляет театр. Замечательно, когда люди сами ждут начала открытия сезона и, конечно же, переживают, когда он завершается. Друзья, а мы продолжим. Вчера в аэропорту города Якутска начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Как это отразилось на экономике региона, нам расскажет экономический обозреватель Нергуяна Иванова. Рабочие начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутск. На период проведения ремонта он продолжит работать в штатном режиме. С 24 мая на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 метров. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет. Авиационное сообщение продолжает обеспечивать авиакомпании «Якутия», «Алроса», «Сибирис-7», «Ирайра» и «Уральские авиалинии». Они выполняют рейсы на воздушных судах типов Boeing 737-700, Embraer 170 LR, Сухой Суперджет 100 и Airbus 319. В порту уточнили, что работы также не повлияют на сборы и тарифы на аэропортовое, наземное и прочее обслуживание, включая терминальную обработку груза. В 2021 году строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск планируется выполнить до октября. С октября 2021 года аэропорт Якутск начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров. Почти половина путешествующих россиян летом этого года отправятся на Черное море. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. По данным Сбербанк страхования и аналитического центра сервиса поездок и путешествий tutu.ru, более 43,5% путешествующих россиян в июне-августе 2021 года отправятся по этим направлениям. Цены на билеты по этим маршрутам пока подорожали незначительно, в пределах 5%.
Согласно результатам опроса, самым популярным летним авианаправлением стал перелет Москва-Симферополь, на который приходится 17% от общего числа пассажиров. Средняя стоимость билета туда-обратно пока составляет около 11 тысяч рублей, на 4% больше, чем в 2020 году. Второе место среди самых популярных летних направлений занимает перелет из Москвы в Сочи. Туда, как и в прошлом году, отправится 7,5% пассажиров. Билет туда-обратно обойдется сейчас в 11,5 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров маршрут Москва-Анапа, которым воспользуются почти 5% российских путешественников. Билеты из Москвы в Анапу и обратно покупают в среднем за 12,5 тысяч рублей. Средний чек на 5% выше, чем в прошлом году. Российские туроператоры заинтересовались создаваемыми в Роскосмосе VR-комплексами для развития виртуального туризма. Речь идет о шлемах виртуальной реальности и к платформе Atlas VR. Для Роскосмоса интересным направлением является использование данных дистанционного зондирования Земли в шлеме виртуальной реальности. Можно осуществлять виртуальный туризм по территориям страны и далеко за ее пределами, потому что спутники снимают всю планету. Созданием комплекса виртуальной реальности занимается РК «Цифра». Дорогие друзья, ну а мы хотим пригласить выпускников принять участие 30 мая в онлайн-выпускном на канале НВК «Саха». Для этого вам нужно отправить до 27 мая на указанную электронную почту видеоролик с рассказом о вашем классе и поздравлениями с обязательным указанием названия школы, с именем руководителя класса и номер телефона. Требования к видеороликам следующие. Продолжительность его должна составлять до 3 минут. Размер видео 16:9. Видео должно быть горизонтальное в качестве Full HD. Ну вот, друзья, обязательно принимайте участие. Как бы у нас новое время, новые условия, они диктуют новые правила, так что давайте под них адаптироваться. Ну и каждый выпускник, выпускной ведь это такое значимое событие в жизни каждого учащегося. Так что давайте отметим его вместе с нашим телеканалом, с телеканалом Якутия-24 и НВК «Саха». Полин, была ли у тебя когда-нибудь мечта стать фотографом? Фотографом я не мечтала быть, но как минимум я всегда хотела, чтобы у меня был какой-то свой карманный, может быть, фотограф. То есть вот я иду такая красивая, замечательный закат, а он раз и сделал фотографию. Или какое-нибудь мероприятие, он подловил момент, и вот они, фотографии готовы. Я их выкладываю в социальные сети, собираю лайки. И как хорошо на душе от этого. Не, ну слушай, ну со смартфонами это практически карманный фотограф. Надо еще только научиться фотографировать. Мы многих возможностей не знаем, даже телефонов, которые с той же самой камерой. Да, дело это непростое, очень творческое. И для того, чтобы такая креативная часть твоей жизни стала ремеслом, необходимо получить образование. Например, на этой неделе в ДК Кулаковского проходит арт-выставка студенческих работ колледжа культуры имени Макаровой. Фотографии и видеоработы в различных жанрах продемонстрировали потенциал каждого из студентов, ну а также результат их обучения. И мы можем посмотреть в следующем видеоматериале в сюжете Надежды Саханской. Изобразить благородство труда, смертные грехи или страстные ритмы танца – все это творческая мозаика студентов колледжа культуры имени Макаровой. Каждый выпускник представил свой взгляд на выбранную тему, жанр работ был не ограничен. По словам преподавателей колледжа, каждый материал уникален. Для студентов фото- и видеотворчества участие в такой выставке – отличный шаг на пути к будущей профессии. Если сказать по их работам, то работы разнообразные, и работы, которые ребята представлены, они вынашивали все эти 3 года 10 месяцев для того, чтобы представить вот на последнем этапе. В колледже у нас эта группа единственная. В этом году будет набираться набор, да, по этому направлению фото-видео творчества. Это такая специальность у нас реализуется не ежегодно, раз в 4 года. Похожих работ у нас никогда не бывает. Да, и даже если смотреть на объект, да, вот, который вот мы видим на данной фотографии, допустим, да, объект один, но взгляд бывает всегда другой, потому что цель и реализация вот этих выпускных работ всегда бывает у детей разная.
19 студентов у нас выпускники этого года обучались, скажем так, в особенном режиме, и мы видим результат их работы, он не хуже, да, и даже наверняка в каких-то условиях они выжили все свои ресурсы, которые имеют, были наработаны за эти годы учебы. Практический материал для выпускных квалификационных работ заставляет задуматься о том, как невероятен окружающий нас мир. Авторы выставочных материалов не конкурируют между собой и выступают за оригинальное творчество. Черно-белые фотографии зачастую самые выразительные. Студентка Виктория Ермолаева в своих изображениях рассказала историю о том, как непросто бывает найти путь к себе. Я хотела рассказать историю о том, что люди, они все, что в себе вот копят, это злость, вот это разочарование, оно потом переливается в нечто потустороннее, то есть как теневое. Вот. И я хотела вот это показать в своих фотографиях. История про то, что девушка ищет гармонию в себе, и вот этот весь негатив, который в ней скапливается, то есть негатив, который скапливается полностью в ней, он проливается в эту тень, и она пытается найти вот эту гармонию, середину. Экспозиция будет находиться в ДК Кулаковского всю последнюю майскую неделю. Так что у жителей Якутска есть прекрасная возможность прикоснуться к таинству фотографии и послушать истории о творческих работах. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. Для кого-то начинаются выпускные, а это значит, что скоро наступает лето. Но для нашего следующего гостя лето, в принципе, и не обязательно. Вот завтра в акватории городской дамбы на 202-м микрорайоне состоятся соревнования по плаванию, причем в холодной воде. И будут они приурочены ко Дню полярника. Одним из инициаторов и идейных вдохновителей этих соревнований является Александр Брылин, двукратный рекордсмен книги рекордов России, рекордсмен книги рекордов Гиннесса по плаванию в персональной категории «Самая длинная дистанция, преодоленная пловцом в проруби». И сегодня Александр у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Вот расскажите, что заставляет вас лезть в холодную воду? Такое желание и вот это вот ощущение именно плавания в холодной воде пришло давно, уже более 20 лет назад. Мы развивали это у нас, в нашем маленьком городе Благовещенске. И всегда вот эти традиционные купания на крещение, они вызывали какое-то и желание как-то попробовать себя, да, и столько много людей. И вот дальше интерес пошел, и у нас сформировалась идея создания команды, построения центра закаливания в городе Благовещенске. Аквайс? Да, Аквайс Спорт. И совершенно впоследствии этих всех занятий мы вывели методику восстановления пловцов после гипотермии, переохлаждения, которая уже себя хорошо показала на 3 чемпионатах мира по ледяному плаванию. И, как говорят, дальше больше, чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому тенденция была к развитию, к общению. Рядом у нас Китай, очень такой прогрессивный. И государственная политика даже презентовать на Олимпийских играх 2022 года именно зимнее плавание. Ничего себе. Ни для кого не секрет, мы еще со времен советских знаем вот этот стишок: «Если хочешь быть здоров, закаляйся». А могли бы вы вот именно рассказать, то есть, что не просто обливаться каждое утро холодной водой, то есть это же стресс для организма. Вот с чего начинать? Закаливание. Есть много форм. Есть воздушные формы, есть прямые, то есть солнечные ванны, обливание, да, и окунание. Но одна из, конечно, сложных форм – это обливание, так как если душем, да, то это мелкие вот эти капельки, они, конечно, действуют немножко жестко на наши сосуды. А если вот просто как накатывание, да, когда с ведра, это резко и быстро, да. То есть это намного лучше считается. Да. А если еще просто окунание в водоем, то это тоже гораздо легче сделать. Ты по пояс заходишь, быстро окунулся и уже быстренько убежал выскакиваешь греться. как ошпаренный. Главное, водоем найти где-то рядом с домом, чтобы окунуться. Это вот, конечно, проблема всегда. А в Благовещенске и в Якутске абсолютно разные климаты. Вот как наша Якутия вообще адаптирована под такой вид спорта, под такой экстрим?
Ну, я думаю, что здесь, да, это самое такое полярное закаливание. Это в Якутске. И это уже очевидно, что есть интерес. И вот мы позавчера встречались с якутскими моржами. Тоже им рассказывали, у них очень много вопросов. Вот как закаливаться, как плавать начать, как вот это все. И видно, что есть желание развивать. Соответственно, мы будем помогать, и чтобы команда расширялась. И впоследствии, конечно, нужно думать о строительстве центра закаливания Якутска. Александр, Вы вы нам, вот да. принесли с собой сегодня просто... Мне кажется, это еще не все, и стола было бы мало. Давайте вот возьмем крупным планом, друзья. Вы только посмотрите, столько наград. Вы можете рассказать про каждую из них? Ну, я коротко пробегусь. Вот самый значимый для вас. Самое значимое — это вот первый наш Давайте исторический ее заплыв. покажем. Великий Амурский заплыв по всей реке Амур, от Албазино до Сахалина. Такая очень, значит, как бы высокая. Это вот по пути святителя Иннокентия была экспедиция. Мы прошли от Иркутска, Якутска, Благовещенска, Петропавловск-Камчатский, были на Аляске, несли слово православия и встречались с православными алеутами, которые до сих пор помнят и чтят нашего архиепископа, святителя Иннокентия. Что касается ваших мировых рекордов и российских, вот как вы к этому пришли? Ну вот у меня здесь вот знак, видите, на нем написано 2200 метров. Это заплыв в ледяной воде. Давайте мы тоже покажем. Заплыв в ледяной воде, это было в Тюмени при минус 30 градусов. Рекорд России, и в то время был рекорд мира. Ну, потом этот рекорд... Вот сейчас мы можем кадры как раз видеть у нас. Да. То есть вы проплыли 2200 метров? Это, да, в ледяном бассейне. Длина бассейна была 25 метров. И нужно было вот преодолеть сколько бассейнов, это получается 44 бассейна. Ничего себе! Ваша команда, сколько человек? Есть ли среди них девушки? Или это только вот суровый мужской такой вид образа Мы жизни? стараемся развивать от мала до велика. То есть и наши дети все закаливаются, девчата приходят. Здесь же, опять же, видите, если есть база, на которой можно это делать, да, тогда и интерес просыпается у всех. Вот. А когда все-таки у вас условия такие жесткие, да, и ветер, а люди раздеваются на улице, да, не всегда захочешь прийти закаливаться. Поэтому пока этим занимаются мероприятием у вас самые отчаянные люди. Вы как родитель, расскажите, как вы своих детей привели вот именно поддерживать и продолжать ваши традиции? Ну, у нас 3 детей, 2 мальчика и девочка. Старший у нас, как Ярослав, впервые участвовал на международных соревнованиях. Ему было 6 лет и плыл в Финляндии, в городе Оулу. Плыл наравне с 18-летними ребятами. Ну, конечно, он приплыл, 6 лет. Да, приплыл последний, но он собрал весь приз зрительских симпатий. Конечно. Плюс постоянно участвовал во всех мероприятиях, открывали мероприятия. То есть у нас вот был Владимир Михайлович Шатков, ветеран войны. И они как старшие и младшие были всегда достоянием любого мероприятия. Ну что ж, Александр, спасибо вам. Желаем вам дальнейших побед и думаем, что это наша не последняя встреча, и также мы еще будем плодотворно сотрудничать. Да, мы бы еще республикой. хотели все-таки пригласить завтра, вот, пожалуйста. 26 числа, принять участие в заплыве памяти светлого нам человека Владимира Михайловича Членова, который очень много сделал для якутской Арктики и для освоения Арктики на территории Якутии. Вот, и поучаствовать в заплывах на 50, 70 и самым отчаянным на 100 метров. Расскажите, во сколько? Где и во сколько? Да, это мероприятие начнется в 11 часов. Что с собой нужно взять? Микрорайон 202. С собой, конечно, взять первое, хорошее настроение, теплые удобные вещи и спортивный костюм для плавания.
Все, друзья, обязательно присоединяйтесь. Я думаю, это будет хорошее начало в вашу, хороший и важный вклад в ваше здоровье. А мы сейчас сделаем еще один вклад, но он больше касается нашей грамотной и правильной речи. Потому что многим уже давно полюбилась наша постоянная рубрика. Как говорим правильно, ну а сегодня, в День филолога, она будет как никогда актуальной. Давайте же посмотрим, какое на этот раз слово нас будут учить говорить правильно. Добрый день, дорогие телезрители. Каждый человек, кто пользуется электронной почтой или социальными сетями или другими возможностями, которые предоставляет нам интернет, знает, что такое логин. Обратите внимание, слово «логин» произносится с ударением именно на гласном «и». Конечно, сейчас со мной телезрители могут начать спорить. Как так? Почему логин, а не привычное нам произношение? Но все академические словари утверждают, что ударение должно падать именно на букву «и». Если вы заглянете в информационно-справочный портал Грамота.ру, то убедитесь, что этот вопрос об ударении в этом слове возникает неоднократно, и ответ всегда один – только логин. Но надо отточить, что это слово иностранное, оно заимствовано из английского языка и дословно обозначает подсистему, авторизация. И этот логин каждый человек должен придумать самостоятельно, поэтому здесь простора для фантазии превеликое множество. Так что давайте говорить правильно. Всего доброго! Друзья, давайте говорить правильно. И кот Леопольд нам говорил, давайте жить дружно. Хотя бы в День филолога говорить правильно. Стараться. Да, действительно, друзья, еще раз поздравляем всех причастных к этому замечательному празднику. Желаем вам дальнейшего карьерного роста, ну и также интересной учебы. И я думаю, это будет очень полезно многим, друзья. Любите русское слово. Ну что ж, на этом наша программа завершается, но начинается новый день, и мы надеемся, что он у вас пройдет позитивно, бодро, с хорошим настроением. А мы увидимся с вами завтра на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха. До завтра.